Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Техосмотр в 2025 году. Каким автомобилем он требуется, что смотрят и сколько стоит. С какого возраста дети могут ездить на переднем сидении? Можно ли выезжать на встречную полосу при обгоне? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит юрист Александра Бердюгина. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 28 июля по 3 августа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 2 человека. Травмировано 21 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. 29 июля текущего года около 4 часов утра в Кокунинском наследии Сунтарского района по улице Октябрьская возле дома 25 произошло ДТП с пострадавшими. Водитель 2003 года рождения, управляя мотоциклом Регулмото, совершил столкновение с мотоциклом СК-250 под управлением несовершеннолетнего водителя 2009 года рождения, в результате чего погиб водитель 2003 года рождения, водитель 2009 года рождения не пострадал. Оба водителя в момент происшествия были без мотошлема. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте мотоаварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция предупреждает: за передачу управления лицу, не имеющему права на управление, предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Жизни и здоровье ваших детей и близких не купить ни за какие деньги. Так, 3 августа на 36-м километре Вилюйского тракта города Якутска произошла автоавария с участием 2 автомашин. Предварительно установлено, что около 17 часов дня на 36-м километре Вилюйского тракта водитель 78 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum следовал в сторону горного района. По пути следования у автомобиля лопнуло колесо, вследствие чего, потеряв управление, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Premio под управлением водителя 95 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Premio, который сидел на переднем сидении, погиб на месте автоаварии. Также прибывшие бригадой скорой медицинской помощи в медучреждение доставлены 7 человек, в том числе 3 детей. Материалы по данному происшествию переданы в следственные органы. Также 3 августа около 2 часов ночи на 54-м километре региональной автодороги УМНАС в ходе проверки сотрудниками госавтоинспекции Хангаласского района предварительно установлено, что водитель 55-го года рождения, управляя автомобилем марки УАЗ-22069, в пути следования со стороны города Якутска в сторону города Покровска совершил наезд на лошадей. В результате ДТП водитель был доставлен и госпитализирован в медучреждение Хангаласского района. 2 лошадей погибли на месте наезда. В момент происшествия водитель ехал с 2 пассажирами, был пристегнут ремнем безопасности и был трезв. Пассажиры не пострадали. ДТП произошло в ночное время на асфальтобетонной сухой и прямой дороге. Участники происшествия поясняют, что лошади внезапно выскочили на проезжую часть дороги. Обстоятельства ДТП выясняются. Уважаемые водители, в связи с этим призываем участников дорожного движения позаботиться о своей безопасности. Необходимо помнить, что возможность наездов на животное увеличивается в ночное время, рано утром, а также при неблагоприятных погодных условиях или во время недостаточной видимости. Для снижения риска ДТП необходимо соблюдать безопасную скорость движения, увидев животное, максимально снизить скорость или остановить автомобиль. Берегите себя и своих близких. Как бы ни старался новичок после курсов вождения избегать обгона, совершать этот маневр рано или поздно придется. И если вы ни разу не обгоняли попутное транспортное средство, но хотите научиться это делать правильно и безопасно, наш следующий сюжет вам точно поможет.
Для начала следует различать, что такое обгон и что такое опережение. Обгон – это маневр на дороге, при котором одно транспортное средство опережает другое, двигаясь по встречной полосе движения, а потом возвращается на прежнюю полосу. Основная цель обгона – увеличение скорости передвижения или преодоление более медленных транспортных средств. Согласно пункту 11.1 правил дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. А опережение – это маневр на дороге, при котором одно транспортное средство движется быстрее другого по параллельной полосе в том же направлении, без выезда на встречную полосу и без необходимости возвращаться на прежнюю полосу. То есть опередить другой автомобиль можно только на дороге, где есть несколько полос в одну сторону. Стоит отметить и места, где нельзя обгонять. Это мост, эстакада, путепровод, туннель, перекрестки, когда вы на второстепенной дороге, пешеходный переход, переезд через железную дорогу и участок дороги с ограниченной видимостью, например, перед крутым поворотом или в конце подъема. А вот опережение в этих местах делать никто не запрещает. Однако водитель может неожиданно для себя нарушить ПДД, если не понимает, чем отличается обгон от опережения. Так, если автомобилист нарушил правила обгона и это происходит впервые, то его оштрафуют на 7,5 тысяч рублей или лишат прав на 4-6 месяцев. Повторное совершение данного административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12-15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, влечет лишение права управления транспортного средства на срок 1 год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-видеозаписи, влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей. Штрафы за неправильное опережение выглядят следующим образом. Если водитель не затормозил перед пешеходным переходом, когда транспортное средство на соседней полосе остановилось, он должен заплатить штраф от 1000 до 2500 рублей. Если автомобилист опережает по обочине, то он нарушает пункт 9.9 ПДД, и с него возьмут штраф 1500 рублей. Если же водитель, чтобы опередить другой автомобиль, выехал на тротуар, пешеходную или велодорожку, то за это придется выплатить штраф 2000 рублей. В 2025 году технический осмотр не обязателен для легковых автомобилей и мототранспортных средств, с момента выпуска которых не прошло 4 лет. Зарегистрировать более возрастной транспорт в ГАИ можно только при наличии диагностической карты, которую выдают по результатам технического осмотра. Если же вы внесли изменения в двигатель или кузов, пройти техосмотр необходимо независимо от возраста автомобиля. Как проходить техосмотр в этом году, кому и зачем он нужен, как к нему подготовиться и что будут проверять. На эти и многие другие вопросы мы поговорим с Дмитрием Дмитриевичем Илигаевым, старшим лейтенантом полиции, госинспектором безопасности дорожного движения, отделения технического надзора госавтоинспекции. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое техосмотр? Техосмотр – это обязательная процедура проверки технического состояния автомобиля на требования безопасности. А кому нужно проходить техосмотр и кому можно его не проходить? Так, не нужно проходить легковым транспортным средствам, мотоциклам, используемые физическими лицами для личных целей. Нужно проходить легковым транспортным средствам такси, используемые в качестве перевозки пассажиров в коммерческих целях. Грузовые транспортные средства, все автобусы. Автобусы проходят с участием сотрудников госавтоинспекции согласно постановлению правительства 741 с 2021 года. И мотоциклы старше 4 лет. Скажите, что такое диагностическая карта и где ее можно получить? Диагностическая карта – это документ, подтверждающий о том, что транспортное средство успешно прошло технический осмотр. Можно получить в любом пункте техосмотра, в аккредитованном пункте техосмотра у нас в городе Якутске.
около 20 аккредитованных пунктов техосмотра. Там могут пройти и получить диагностическую карту. А сколько стоит пройти технический осмотр? Ну, цена регулируется государством, зависит от типа транспортного средства. И нужно, наверное, уточнять в пунктах техосмотра. Сейчас цену я не могу озвучить. Скажите, пожалуйста, как подготовить машину к техническому осмотру? Так, внешние световые приборы нужно проверить. Фары, поворотники, стоп-сигналы. Наличие трещин не допускается в зоне очистки стеклоочистителя со стороны водителя. Тормозной системы, колодки, барабаны, трубопроводы, рулевое управление, не должно быть лифтов, двигателей и его системы. А что вот проверяют на техническом осмотре? Проверяет, ну, как сказал, вот, внешний вид, внешние световые приборы, наличие трещин со стороны водителя, тормозную систему, рулевое управление и выброс отработавших газов. А можно ли провалить техосмотр, то есть не пройти? Можно, если при проверке технический эксперт выявит замечания какие-либо, то не пройдет автомобиль. И в течение 20 дней нужно будет устранить данные замечания и пройти повторно и получить диагностическую карту. Скажите, вот, например, у автомобиля внесены изменения, ну, допустим, человек поставил багажник, да, там, шноркель, лебедку и так далее. То есть сделал, ну, внес изменения в автомобиле. Вот какой порядок действий? Так, ну, изменение конструкции делается в 2 этапа. В первом этапе гражданин получает разрешение в госавтоинспекции. На втором этапе уже устанавливает вот те или иные навесные оборудования, газобаллонное оборудование, багажник, лестница. Потом машину предоставляет на технический осмотр. Проходит техосмотр, так как вес меняется. Если газ, то вид топлива меняется. И с протоколом проверки безопасности вот, получают в испытательных лабораториях. Проходит осмотр, машины предоставляют на осмотр в госавтоинспекцию. После получения уже получают свидетельство о безопасности. Ну, вот бывают еще такие случаи, когда, например, из Японии машина ввозится на территорию Российской Федерации, да, там, допустим, во Владивостоке проходит тот же, ну, техосмотр, да, и затем уже на месте, например, в городе Якутске, да, техосмотр пройден не может быть, потому что на машине есть какое-то дополнительное оборудование. Ну, в России у нас действует технический регламент Таможенного союза, поэтому все изменения должны быть прописаны в регистрационных документах, должны проходить процедуру изменения конструкции и зарегистрировать. А когда в России начали проводить технический осмотр? Еще с 30-х годов советских времен и по сей день действует технический осмотр. С каждым годом менялись правила, требования. Ну и, наверное, обращение к нашим телезрителям по поводу прохождения технического осмотра. Хотелось бы сказать, вовремя проходите технический осмотр, проверяйте техническое состояние автомобиля и соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Дмитриевич Елигяев, старший лейтенант полиции, госинспектор безопасности дорожного движения, отделения технического надзора госавтоинспекции. Спасибо большое. А мы продолжаем. Дети-пассажиры – одна из незащищенных категорий участников дорожного движения, чья жизнь и здоровье полностью зависит от взрослых. Из основных причин ДТП, в которых страдают дети-пассажиры, можно выделить несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофора и превышение установленной скорости движения. При аварии, резком торможении или столкновении вес пассажиров увеличивается примерно в 30 раз. И именно поэтому категорически запрещено перевозить детей на руках. В связи с этим для безопасности детей придуманы специальные удерживающие устройства, удерживающие автокресла. Так, постановлением правительства от 26 июля текущего года внесены обновленные требования. И теперь официально
официально запрещено использовать любые фиксаторы, накладки, треугольники, да, распространенные лямки и заменители кресел. Если раньше таковые продавались как допущенные, то теперь за них штраф такой же, как за отсутствие автокресла. Разрешено только одно – это детское удерживающее устройство. От 0 до года – это автолюльки, с года до 7 – автокресла и с 7 до 12 – это бустеры, сертифицированные и соответствующие весу и росту ребенка. Автолюлька устанавливается спиной по ходу движения, крепится ремнем или через базу ISOFIX. Ребенок должен лежать и должен быть зафиксирован. От 1 до 7 пассажир младше 7 лет обязательно должен ехать в машине в детском автокресле, соответствующем его росту и весу, как на переднем, так и на заднем сидении. Плечевой ремень должен идти посередине плеча, не по шее, поясной по бедрам, не по животу. Если ремень проходит иначе, кресло не подходит, и это уже не мелочь, а реальный риск. С 7 лет можно переходить на бустер, если рост составляет 125 сантиметров и вес 22 килограмма ребенка. Задача бустера просто поднять ребенка, чтобы ремень лег как у взрослого. Если ремень задевает шею, рано, возвращаемся к автокреслу. С 12 лет можно без кресла, если рост не ниже 150 сантиметров и ремень сидит корректно. А если подросток худощавый, бустер может оставаться актуальным. Тут ориентируемся не на возраст, а на то, как сидит ремень. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них сегодня юрист компании «Саха-юрист» Александра Бердюгина. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой у вас водительский стаж? Водительский стаж у меня на сегодняшний день составляет 23 года. 23 года. Хороший стаж. Не волнуйтесь, сейчас будет 10 Хорошо. вопросов, и вам нужно будет дать 10 ответов. Итак, первый вопрос. Остановка в зоне действия этого знака разрешена. Вариант ответов: только такси с включенным таксометром. Второй вариант: только транспортным средством с установленным опознавательным знаком «инвалид». И третий вариант: всем перечисленным транспортным средством. Я думаю, в этом вопросе правильный ответ – это второй, только транспортным средством с установленным опознавательным знаком «инвалид». Вариант номер 2 принято. Следующий вопрос. Главная дорога показана. Вариант ответов: только на левом верхнем рисунке. Второй вариант: только на правом верхнем рисунке. Третий вариант: на обоих верхних рисунках. И четвертый вариант: на всех рисунках. Тут правильным ответом, конечно же, является вариант номером 3 на обоих верхних рисунках, потому что первый – это магистраль показана, а второй рисунок – это значок, где показана именно главная дорога и второстепенная дорога. Вариант 3. Вариант номер 3 принято. Следующий вопрос. Можно ли вам продолжить движение по средней полосе после опережения автомобиля, движущегося по правой полосе? Вариант ответов: можно. Второй вариант: можно только при отсутствии встречного транспорта. И третий вариант: нельзя. Я считаю, что правильным ответом будет третий ответ – нельзя. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков используются для обозначения кемпинга? Варианты ответов: только А, только Б, только В. И четвертый вариант: Б и В. Вариант ответа номером 2 – только Б. Это кемпинг. Только Б. Второй вариант. Принято. Следующий вопрос. Каким транспортным средством разрешено продолжить движение? Варианты ответов: легковому автомобилю и маломестному автобусу. Второй вариант: только автобусу. Третий вариант: только легковому автомобилю. И четвертый вариант: обоим транспортным средствам движение запрещено. Здесь, на мой взгляд, вариант будет номером 4. Обоим транспортным средствам движения запрещено, потому что регулировщик показывает другую сторону и горит запрещающий сигнал светофора. Вариант номер 4 принято. Следующий вопрос. При включении зеленого сигнала светофора вам следует: вариант ответов: сразу начать движение. Второй вариант: начать движение, убедившись в отсутствии только пешеходов, завершающих переход проезжей части. И третий вариант: начать движение, убедившись в отсутствии пешеходов и транспортных средств, завершающих движение после смены сигнала светофора. Я считаю, что правильным ответом, конечно же, будет ответ номером 3.
3 в связи с тем, что обязательно водителю нужно убедиться, что и пешеходы завершают, да, свое движение, а также и транспортные средства, которые проезжают, ну, завершают, да, свое движение после смены сигнала светофора. Вариант номер 3 принято. Следующий вопрос. Можно ли вам обогнать трактор? Вариант ответов «можно». Второй вариант «можно, если обгон будет завершен не ближе, чем за 100 метров до переезда». И третий вариант «нельзя». Считаю, что здесь правильным ответом будет вариант номером 2. Если до 100 метров до переезда обгон возможен. Принято. Следующий вопрос. Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака. Вариант ответов только на легковые автомобили. Второй вариант на легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. И третий вариант на легковые автомобили и мотоциклы. Правильным ответом, думаю, будет ответ номером 2. Автомобили и грузовые с максимальной не более 3,5 тонн. Принято. Следующий вопрос. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противотуманные фары. Варианты ответов только отдельно от ближнего или дальнего света фар. Второй вариант только совместно с ближним или дальним светом фар. И третий вариант как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар. Но тут правильным ответом будет вариант номером 2. Обязательно используются по правилам дорожного движения противотуманные именно совместно с ближним или дальним светом фар. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? Вариант ответов только автомобиля А, автомобилей А и Б, третий вариант автомобилей А и В и четвертый вариант всех автомобилей. Ну, считаю, что в данном случае нарушили правила дорожного движения. Вариант 3 – это автомобили А и В. Итак, это был последний вопрос. А результаты сейчас проверит преподаватель ПДД, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания из области правил дорожного движения Александру. Итак, первый вопрос. Остановка в зоне действия этого знака разрешена. У нас установлен знак 3.24, остановка запрещена, и идет совместно с табличкой 8.18, кроме инвалидов. Значит, в зоне действия этого знака, кроме, значит, инвалидов, могут останавливаться мотоколяски и легковые автомобили опознавательным знаком «инвалид». Только транспортным средством установлено опознавательным знаком «инвалид». Вы правильно здесь ответили. Второй ответ правильно. Главная дорога показана. Вы здесь тоже правильно ответили. Автомагистраль – это дорога, обозначенная знаком 5.1. И примыкание второстепенной дороги слева сверху – это тоже является главной дорогой. А вот внизу – это одностороннее движение, знак 5.5. У нас средняя полоса предназначена для объезда, для обгона, для поворота налево, разворота, поэтому продолжить движение по средней полосе вам запрещено. Ответ 3. Вы здесь тоже правильно ответили. Какие из указанных знаков используются для обозначения кемпинга? Здесь у нас знаки сервиса. А – это у нас мотель, гостиница. Б – кемпинг. В – это место отдыха. Здесь ответ был правильным, только Б. Но здесь у нас допущена ошибка. Вытянутая левая рука регулировщика разрешает во все направления. Синий автомобиль у нас двигается прямо направо, как раз он направо поворачивает. Маломестный автобус прямо налево и разворот. Значит, здесь разрешено движение и легковому автомобилю, и маломестному автобусу. Вы ответили: обоим транспортным средствам движение запрещено. Вы здесь руководствовались светофором, да. А у нас регулировщик. При включении зеленого сигнала светофора вам следует перекресток регулируемый. У нас светофор есть. Грузовой автомобиль, он закрывает нам обзор справа. Значит, начинаем движение, убедившись в отсутствии пешеходов и транспортных средств, завершающее движение после смены сигнала светофора. Ответ 3. Здесь ответ был правильным. Можно ли вам обогнать трактор?
Ну, здесь у нас мы знаем, что обгон запрещен на железнодорожном переезде и за 100 метров перед ним. Здесь у нас знак железнодорожный переезд без шлагбаума и знак 141 приближение к железнодорожному переезду. То есть до железнодорожного переезда осталось у нас не менее 300 метров. То есть здесь мы можем идти обгон, но обгон должен быть завершен не ближе, чем за 100 метров до переезда. Ответ был правильным. Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака. Здесь у нас знак 843 вид транспортного средства, и она распространяется на легковые автомобили, а также на грузовые автомобили, разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Ответ был правильным. Хорошо. Противотуманные фары мы в светлое время суток можем применять, а вот в условиях недостаточной видимости, а что такое, мы знаем недостаточная видимость, это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада, поэтому мы, если нам плохо видно, то его применяем только совместно с ближним или дальним светом фар. Ответ был правильным. У нас остановка запрещена прямо на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним. Нарушил, 5 метров нету, бы проехал нормально. Это у нас встречка, 5 метров тоже нету, поэтому нарушили А и В. Ответ 3. Итак, у нас Александра ответила на все вопросы, но допустила одну ошибку. Поэтому призываю всех водителей, уважаемые водители, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. За рулем не разговаривайте по телефону, потому что он отвлекает водителя во время его движения. Не превышайте скоростной режим. Всего вам доброго. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.